Өзіңіз тачыңыз. Жақсы. Эми сіздің тишиңизди эптеп эртеңке калтырбайлы бүгүн эле бүтүрөлү. Эптеп жакшылап бүтүрүп бересичи. Бүтпөй калса эртең келем да. Жарайт, эми ЧП болсо дагы биздин клиниканы карантинге жаап коебу деп атпайм. Жаап койсоңуз сиз ора болосуз да, келип кетип. Дары дармекке аллергияңыз жокпу? Дары дармектин акчасына болбосо чөп-чөргө аллергиям жок. Ачыңыз оозуңузду. Мына болду. Эми анестезия сиңгенче 5-10 мүнөт отуруп туруңуз, а? Мен эшикке чыгып келейин. Чоң кыз. Көкүрөгүм кысылып атат. Тезинен врач чакырыңызчы. Сейчас. Болуңузчу. Оскар Джекшенович, кто-нибудь. Инцидент, реакция. Что у нас? Это на анестезию, да? Да, кажется, квинки. Набери мне адреналин и тонометр подай. Ага. Быстрее! Уйди отсюда. Скорую вызывай. Абашева! Дура! Чего стоим? Иди, скорую вызывай! Акуля, привет. Ты моя умничка. Очень-очень горжусь тобой. Но у меня, наверное, не получится. Могут вызвать в клинику, как только откроемся обратно. Но я буду печь и привозить тебе пироги. Пирогов тебе придется печь дофига. Нас целый батальон. А еще, это самое, Джамал Маратовна говорила, что ваша клиника открылась и пашет вовсю. Ну, где-то неделю назад еще. Или она снова в другую ушла. Могу уточнить, если нужно.
мам, привет. Да, Заря. Уже проснулась? Проснулась, умылась и даже заправила постель. А покушать? Тоже успела. Я тебе чего звоню? Нашу клинику, оказывается, уже открыли. А Оскар? Спасибо, я тоже в порядке. Да, прости, пожалуйста, у тебя все хорошо? Держимся. И что там с вашей клиникой? В общем, Дикшеныч игнорирует мои звонки и сообщения. Почему он просто не может ответить, приходить мне или нет? Чтобы я просто так дома не торчала и не ждала от него вестей. Ждать от него ничего не надо, Зарюш. И переживать тоже. Я уже позаботилась о твоем отчете и характеристике. О каком еще отчете? О прохождении практики. Так, что вообще происходит? И характеристика, и отчет на высший балл. А меня оповестить? Алло? Я не хотела, чтобы ты расстраивалась. Я расстроена уже не из-за того, что меня турнули из клиники. Ну, прости. Так все даже и к лучшему же. Как это к лучшему? Ну, практику можешь потом продолжить. Потом будешь еще скучать по возможности ничего не делать. Главное такое время – пережить такое время. Ну, может и так, но… Все будет хорошо, обещаю. Ну, Что ну? миру мир? Мы же не ругались. Вот и замечательно. Что еще нового? Это скорее к тебе вопрос. Дочь, прекрати уже. Ну, Ну все, больше не буду. Тут Акалай сегодня… ладно, дочь. Я только что с вызова. Если что нужно, звони. Обнимаю. И я. Береги себя. направленных на поддержание жизни у пострадавшего и на предотвращение каких-то фатальных, смертельных осложнений. Значит, для оценки его состояния, для оценки его жизненно важных функций, определять по 3 таким параметрам. Первое. Наличие сознания. Второе. Наличие дыхания. И третье. Наличие сердечной деятельности. И снова привет. И снова здравствуй. Угадай, что? Выкладывай. Меня из клиники турнули. Так что записываю в свой батальон. Подожди, как это турнули? Вот так вот, молча. Вот черт. Сожалею, Зарюш. Чё теперь? Практику не зачтут? Забыла, кто у меня мама? Вот он козел. На нем же вся ответственность. Ты-то что такого сделала? Ничего. Может, из-за этого. Дала б ему в зубы, козел. Не слизь. Зато теперь я вся твоя. Ты ж мое золото. Диктуй теперь явки, пароли, куда, с чем, во сколько. Так, заедем за тобой утром в 8. В это время я только засыпаю. Это исправимо. Научишься засыпать в любую свободную минуту.
Привет. Как ты? Хорошо, а ты как? Знакомься, Денис, Азат. Учится у нас. Привет. Привет. А только СИЗО уберем? А, да, кстати. Извини, не проснулись еще. Да мы бы с тобой поместились. Ну да, у тебя рюкзак больше, Все, чем ты. прошу. Это дядя Гена, наш водитель. Так, народ, кучкуемся. Групповое селфи. Обычно нас разделяют по парам и прикрепляют к определенному врачу. Но здесь все только открылось, поэтому будут помогать, где попросят и чем попросят. Так что Поняла. welcome и все такое. Да, я видел. Поэтому и настаиваю. Сахар нам необходим. Кофеин, кстати, тоже. Держи. Спасибо. Ты, наверное, в ужасе. От чего? От всего. Вон, без масок, без защиты. Трутся, обжимаются. Беречься, наверное, все же стоит. Не спорю. Но я совсем не в ужасе. Даже наоборот.
тебя обыскалась. Все хорошо? Да, порядок. Перегрелась. Чем помочь? Пациент в полуобмороке. Срочно массаж ступней и 300 грамм текилы. Зараза. Алло, мам, привет. Ты там как? А что это за фотография? Которая? И куда вы ездили? Кем ездили? Что за вопросы? Как я, по-твоему, должна? Ну, вот тут Акалай, ты и двое парней. А, так с этого бы... Это наши товарищи по команде, мы вместе волонтерим. А где нашла? Волонтеры, значит, подалась. А меня в известность решила не ставить? Я вчера начинала, но ты не дала мне договорить. Вчера? Ну, позавчера. В любом случае, теперь-то ты уже в курсе. Зарин, я же просила просто отсидеться дома, пока вся зараза не уляжется. Хватит и меня в казарменном положении. Когда это ты просила? Мы таких же врачей и пытаемся поддержать. Каких врачей? В дневном стационаре. Сдурела? Ты не слышишь о сотнях зараженных каждый день? Как ты их поддержишь, когда пойдут тысячи? Как смогу. Чтоб из дома не высовывалась, поняла? Дядь Ген, давайте поторопимся.
капельницаны қойып бергілечі. Врачтар тақыр жылауы қойды. Қиналып атам. Извините, Эджи, я не врач, я только помогаю, санитарка. Жардам бергілечі. Жардам бергілечі, қиналып атам. Сейчас, апа, потерпите немного, я отвечу врача. Барыңар қақта жүресіңдер, мен атам өлген жатақ, жардам бергілечі. Отпустите, Жардам я сама бергілечі. ищу врачей. Там женщина с острой одышкой, 19-я койка. Я говорю, женщине нужна срочная помощь. Помогите с выносом тела. Мы не успеваем, девочки. Простите. Что, еще не забрали? Сказали, едут. Они еще 3 часа назад сказали, едут. Не закрывай. А что, сказали держать открытой? Я не хочу, чтобы она лежала там заперти. Вы, ребят, езжайте. Я побуду за Риной. Мы все можем. Да, я собаку должен накормить. Не, ну реально, что здесь всем торчать? Езжайте, отдыхайте. Ой, ну ладно,
Я где-нибудь поблизости заеду перекусить. Если что-то понадобится, позвоните, я привезу, ладно? Давайте. Я ведь могла ей как-то помочь. Может, даже спасти. Но даже не попыталась. Не надо корить себя. Ты же не врач. Вон они, и то не справляются. Врачом мне и не быть. На что я надеялась? Перестань. Пойду-ка я прилягу. Что-то мне совсем хреново стало. Рада, подъем. Николай, давай уже, вставай. Куля, просыпайся, Соня. Уйду и останешься здесь ночевать. Николай? Мам, возьми трубку, пожалуйста. Сейчас не время дуться. Тут Николай в сознание не приходит. Приезжай в 3-й стационар, пожалуйста, только скорее. Алло, Денис, ты далеко? Сука! Чтоб тебе пусто было, урод! Пожалуйста, отвезите на скорую, любые деньги, только помогите. Конечно, отвезу. Какие деньги, ребята? Куда везем? Станцию скорой? Да, туда, только быстрее, пожалуйста.
Мы ее на станцию везем. Уже подъезжаем. Там сейчас, наверное, никого из врачей и фельдшеров. Все на вызов. Сколько ждать? Дождитесь нас. Мам? Царин, послушай. Нам к реаниматологу срочно. Девушка, у нас все бригады на выезде, вам нужно дождаться будет. Тогда дайте нам реанимационный набор, мы сами. Какой стати? Вообще кто? Мы из стационара. Помогите, пожалуйста, по-человечески. Молодой человек, я вам объясняю. У нас все бригады сейчас на выезде, вам нужно будет подождать. Вы что, не видите? Человек при смерти. У нас чужим не положено. Я дочь Ильи Рашидовны, она уже едет. Но мы можем потерять время. Пойдите навстречу, пожалуйста. Девушка, у нас все у старшего в смене в кабинете, так что ждите свою мать. Зачем двери ломаете, девушка? Подождите, сейчас я вам ключом открою. Открывайте, живо! Есть. Ай, слава богу. С возвращением, родная. Куда повезете? Повезем, где примут. Потом сообщу. Ты хоть телефон свой заряди. Хорошо. Ты потом домой? На обсервации, наверное, поработаю. Ну, поедем уже. Езжайте. Здоровье береги. И ты себя береги. Зачем с дверью-то так? Дверь сама напросилась. Такая топорная работа. Могла бы замок выбить и делов-то. Первый опыт. Мы в отделении надолго. Я бы мог за тебя объяснительную накатать, но у меня почерк слишком красивый для медика. Поняла.
Доча, здравствуй. Привет, мам. Тебе сегодня столько же, сколько было мне, когда ты родилась. Я считала себя такой дофига взрослой. Неплохое вступление. А дальше? Или это и есть все твое поздравление? Не по телефону же. Поздравление лично потом, когда домой придешь. Я только хотела кое в чем признаться и извиниться. Я приемная, и за такое не извиняются. Ты вся родная, Зарюш. До кончиков волос. Не останавливайся. Так вот, в общем, это я забрала твои документы из клиники. Когда услышала, что Дикшенец на тебя накричал, еще матом урод. Знаю, не имела права. Ну вот, теперь знаешь все. Ну и правильно сделала. Он мне никогда не нравился. Особенно его голос и парфюм. Еще эти дурацкие усы. Вот да. А походка? Как у гуся. И сам как гусь. Ага. Домой во сколько? Как освобожусь. Но не смей покупать торт. Я сама испеку. Хорошо. Целую. Привет. Как дела? Привет. Проходи. Привет. Здравствуйте, меня зовут Атай. А я Зарина. Давай сразу на «ты». Все, хорошо, давай. Добро пожаловать в нашу команду, Атай. Спасибо. Спасибо. Thank you.